В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Насколько активно общественники Якутии принимают участие в подготовке национальной программы по развитию Дальнего Востока? Как выстроить диалог власти и гражданского общества? И вообще, какие задачи стоят перед общественными палатами регионов в наступившем году? Об этом и не только мы поговорим с гостем в студии. У нас в гостях заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот основная цель вашего визита – это знакомство с работой Общественной палаты нашего региона по реализации поручений президента России о подготовке национальной программы развития Дальнего Востока. Были ли какие-то ожидания, когда сюда ехали, оправдались ли они или, может быть, даже превзошли ожидания? Ну, совсем не совсем правильная формулировка. Это не знакомство с работой. Я с ней знаком. А участие в работе, в совместной работе с Общественной палатой Республики Саха-Якутия, с правительством республики по участию, как правильно сказали, в разработке национальной программы развития Дальнего Востока. Президент в своем выступлении на Владивостокском экономическом форуме сформулировал эту задачу, что будет такое поручение, и поручение такое есть, правительству Российской Федерации разработать такую программу, и впервые в истории там четко указано совместно с общественностью. И мы приняли это на себя, потому что программа национальная, и она для нас. Для всей нации, да, слово такое. Для каждого человека. Для каждого, да, дальневосточника, а коль она национальная, вообще для всей страны только Дальний Восток. И она так и формулировалась президентом. И поэтому общественные палаты, не откладывая это, так сказать, дальше, не ожидая никаких распоряжений, общественные палаты Дальневосточного федерального округа создали совет общественных палат. Прописанный документ, там есть положение именно с целью участия в разработке, реализации и дальнейшем контроле. Потому что контроль, согласно закону, возложен общественный контроль на общественные палаты. И такое соглашение было подписано, началась работа. И я должен сказать, что Палата Республики выступила здесь застрельщиком во всех своих наших общих делах. А между нами, между палатами федеральной и региональной, нет никакой вертикали. Мы действуем каждый по своему закону. У нас нормальный федерализм. Мы друг другу какие-то полномочия сами, мы вместе друг с другом работаем, потому что мы без региональных палат не можем. Они нас формируют, каждый представитель есть от каждого региона, от общественной палаты. И мы выстроили, федеральная палата поручила мне заниматься этим делом. С одной стороны, как замсекретаря, с другой стороны, я дальневосточник, 17 лет жизни на Дальнем Востоке никуда не денешь. И Общественная палата Якутии совместно с главой республики начали разрабатывать программу «Мои идеи Дальнему Востоку». Мы посмотрели очень разумный, очень правильный подход и быстро распространили это по всем остальным палатам Дальнего Востока. Палата начала действовать в ноябре уже практически. Разрабатывать. Пока еще даже министерство не начало Дальнего Востока, не разработало свою программу, как она будет работать с общественностью, а региональные палаты начали уже работать. Первая это была Якутская палата. То есть вот первопроходцы. Да, активно, их передовой опыт. Поэтому, когда меня спросили, и у нас есть программа, я же приехал не знакомиться, а работать, мы же проводили мероприятие, сегодня прошло главное мероприятие. Да, за 2 дня я побывал в 2 районах, на левом, на правом берегу Лены. А сегодня было большое мероприятие с широким кругом общественности, с участием представителей правительства республики Владимиром Викторовичем Солодовым, с сотрудниками правительства и общественностью по дальнейшим шагам. Как и что делать. Да? И когда меня спросили, а почему ты едешь в Якутию сначала, у меня следующий там Чита будет, Бурятия, Сахалин, Хабаровск. То есть все уже программа вот эта жесткая, потому что жесткий график работы. А потому что здесь есть четкий, надо было посмотреть этот опыт. То, что он прорисовывается. То есть он какой-то уникальный? Нет, он не то, что уникальный, он первый. И здесь есть встречное движение со стороны власти и стороны общества к совместной выработке. И я для себя открыл в Якутии очень много того, что сделано за долгие годы, да, включая еще с года от первого президента Якутии. Да. И поэтому я здесь.
И уже сегодня, буквально это публично, я сказал на нашем этом совещании, открыто, камеры были, попросил, чтобы завтра уже была готова небольшая справочка по тем конкретным делам, которые были сделаны, и то, что будет дальше сделано. А дальше будет один из пунктов. У вас есть хорошая традиция, когда правительство республики отчитывается перед гражданами. Так вот, ориентировочно 2 числа, ну, скорее всего, будет прямой онлайн отчет, и потом члены правительства разъезжаются в регионы, в районы, и с ними едут в рабочей группе члены общественной палаты собирать предложения в эту программу. И, так вот, я публично попросил, дайте всю эту информацию, чтобы мы быстро разослали в другие палаты. Мы разошлем главам регионов. Вот так вот надо работать власти и общественности в То интересах. есть это очень хороший пример именно такой синергии. Да, и вот правильное слово. Да, я думаю, что это будет и синергетический эффект. Он даст, он большой, потому что есть понимание и там, и там. Ну вот, может быть, чего-то все-таки не хватает на общественной палате Якутии, то есть, может быть, что-то посоветуете даже в плане работы? Вы знаете, мы сегодня уже и Владимир Викторович Солодов говорил тоже, полагаю, что это попадет на экраны. Есть одна серьезная недоработка. При всем положительном просто эффекте. Значит, программой разработки все официально занимается Министерство развития Дальнего Востока. Они разработали сайт dv2025.ru или .rf, ну, в какой транскрипции пишем, где принимаются предложения. На вчерашний день от жителей Якутии поступило 99, а от Хабаровского края 147 предложений. И я проводил сегодня просто тесты такие вот на массовых встречах. Вот были, значит, в районе родина первого президента республики. Человек 40 сидел, спросил, а кто заходил на сайт? 2 человека из 40. Сегодня на совещании на этом общем, да, большом было человек 230 примерно, вот так вот. Ну, где-то четверть, наверное, поднял руку, кто заходил, еще меньше, кто зарегистрировался. Это прямой мост подачи информации, предложений граждан, жителей нас правительству. Сформулирование предложения. Вот это вот, я вот, друзья, запомните, да, простой сайт ДВ, Дальний Восток, ДВ 2025, до какого будет, .рф. Заходите, и там простая совершенно... Там действительно там нужен только телефон, потому что я вот сам даже там регистрировался, там всего лишь нужно там элементарно просто, да. Но вот разница может быть в количественных, то, что да, вот там в Хабаровском крае больше там предложений, чем в Якутии, может быть, все-таки от количества населения это зависит? Да нет, это от активности. Здесь недостаток проработки был, наверное, не наша задача была, но мы понимаем, что не было продвижения. Да, создали сайт, с 15 декабря он начал работать. Информационной поддержки? На первом этапе была, а потом все. А люди, ну, сегодня посмотрел, сегодня не посмотрел, люди живут своими проблемами, да? Вот, это раз. Второе, да, не у всех есть выход в интернет, не везде у вас устойчивая связь. Сам сегодня ехал, так раз, есть связь, нету связи. Это нормально, но, к сожалению, так сказать, это данность. Ну вот немного хочется поговорить о вашем визите вот в районы. Вы говорили и на том берегу, и на этом берегу были, да, Хангаласский район, Мегино-Кангаласский, опять же, Нижний Бестях станция. Да. Какие-то впечатления, не только, может быть, от общественной деятельности, а от работы общественников просто? Ну, впечатления. Во-первых, меня удивила молодежь. Мы были в железнодорожном техникуме. Реальные, конкретные деловые вопросы и предложения. Причем хорошего, большого уровня. Да, вот совершенно не студентов колледжа, техникума. И не абстрактные. И не абстрактные, а конкретные, большие. Причем важно не только для Якутии, но и для страны. Это первое. Второе, там же присутствовали ученики школы, молодые предприниматели. Им 16 лет. Они уже 2 года как зарегистрированные ИПшники, занимаются разным бизнесом
мелким, но они уже работают. Это будущее, на самом деле. Ведь почему я на молодежь обратил внимание? Понимаете, вся эта программа, она официально называется до 25 года, в перспективе до 35-го. Люди моего возраста, пенсионеры уже, да, не один год, ну, как бы, да, оно повлияет, но не очень. А людям вашего возраста и более младшего, чуть старшего, молодежи, это для них. Школьники, которые сейчас учатся в старших классах, к 25 году, извините, станут уже родителями, могут стать, вполне. Это для них программа, и они должны в ней участвовать активно, и я это увидел. Да, мы встречались с общественностью, мы встречались с членами общественных советов в районах, в тех других, да, там люди уже более взрослые, и уровень и качество предложений в программу не сильно отличался, потому что эти молодые ребята понимают, видят, что нужно и как нужно. И, в принципе, даже и вот делают уже сегодня. Нет, они уже делают, да. Но вот у нас не так много времени остается на беседу. Вот последние вопросы буквально. Вот какие-то вот договоренности, опять же, с правительством республики сегодня были достигнуты? То есть вы встречались, да, обсуждали что-то. И какие планы вообще, основные задачи перед Общественной палатой страны на этот год ставятся? Ну, перед Общественной палатой страны, конечно, это большой объем работы. Согласно закону, Общественная палата, вот просто переводя, так сказать, на простой язык, Общественная палата – это мост между властью, гражданином, гражданским обществом, общественными организациями в интересах граждан. Но это мост с двухсторонним движением. Наша задача, чтобы вот этот диалог, этот мост был. Чтобы, понимаете, диалог, он на площадях не бывает. Диалог возможен только на площадках, дискуссионных там и прочих. Вот на таких площадках, как сегодня был этот диалог. На площадях не бывает. Наша задача, чтобы этот диалог был, чтобы мы друг друга слышали. Власть слышала народ, и народ понимал, что власть тоже ограничена в какими-то рамками, чтобы было общее. Не всемогущее. Конечно, не всемогущее. Есть, извините, бюджетный процесс, там масса вопросов. Но если закон мешает жизни, значит, надо быстро его менять. И мы должны подавать такой сигнал в интересах граждан. Ведь все, что делается, должно быть в интересах людей. И президент об этом говорит. И президент подталкивает всех чиновников. Вы что, лучше знаете, сидя в кабинетах, что нужно людям? Ну и вот последнее, вот буквально в 2 словах. Сегодня этот мост поддерживается, о котором мы говорим сейчас? У вас, да. Да. Александр Сергеевич, спасибо большое, что пришли в нашу студию, что нашли время, ответили на наши вопросы. Ну и я напоминаю нашим зрителям, что это было актуальное интервью. Проявляйте свою общественную и гражданскую позицию. От вас зависит будущее нашей страны. Оставайтесь с нами.